Ответственный, полный неиссякаемой жизненной энергии и творческих идей человек, настоящий профессионал своего дела, талантливый журналист, чьи репортажи известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Такие слова и многочисленные поздравления от друзей и коллег звучат сегодня в адрес Руслана Хашик. Вклад Руслана Мкановича в историю и развитие абхазской журналистики невозможно переоценить. Руслан Хашик родился в селе Хуаб Гудаутского района, окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, а затем перевелся на факультет журналистики МГУ. Сразу после окончания высшего учебного заведения он посвятил все свое время любимому делу. Уже с 1990 года он работает главным редактором, а затем и директором студии абхазского телевидения. В разные годы сотрудничал и с российскими телеканалами, работая внештатным корреспондентом дирекции информационных программ Первого канала Останкино, затем СОБКОРом ОРТ в Абхазии и НТВ. Его журналистская деятельность началась очень рано. Особым периодом профессиональной деятельности стали тяжелые военные годы. Руслан Хашик вместе со своими товарищами и коллегами был в числе тех, кто во время Отечественной войны народа Абхазии, прорывая информационную блокаду, подавал в мир оперативную и правдивую информацию. 24 сентября в 16 часов начинается закрытое заседание сессии Российской Федерации. По повестке дня предусмотрено обсуждение вопроса о ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии. Руслану Мкановичу и его коллегам удалось не только сохранить национальное телевидение, но и сделать его мощнейшим оружием информационной борьбы. Он делал все, чтобы максимально больше информации распространить не только по странам СНГ, но и за рубежом, чтобы знали, что такое Абхазия и что здесь происходит. Вот. И на самом деле можно сказать, что это признают и грузины, что информационная война была выиграна нашей стороной. И во многом благодаря абхазскому телевидению, и лично заслуга Руслана Мкановича в этом велика. Я хочу поздравить своего друга, коллегу Руслана Мкановича с юбилеем, пожелать ему здоровья, творческой работы. Он достаточно активен. И я думаю, что много еще впереди. Журналистика – это моя жизнь, это не просто профессия, это призвание, так говорит о деле своей жизни юбиляр. Он всегда там, где требует профессии, и, как он признался нам шутя, никогда не мог позволить себе такой роскоши, как выключить телефон. Опубликует свои статьи Руслан Мканович еще со школьной скамьи. Еще до получения профессии, еще до завершения учебы в Московском государственном университете, я со школьной скамьи, как говорят, писал, пробовал писать, описывал те или иные события, начинал с самого малого. Это начиналось с детского журнала «Амцебс», потом газета «Пснокапш». И я тогда не думал и не допускал мысли, что я там действительно пойду по журналистике и пойду получать образование. Я не рассматривал, по большому счету, такой проект. К большому сожалению, профессия обязывает всегда быть. Это не тот режим работы, когда ты в 9 часов пришел на работу, в 6 часов у тебя закончился рабочий день. Я не помню, если говорить о последних годах, чтобы я отключал на ночь телефон, мобильный телефон. Я не могу себе позволить такую роскошь, потому что я журналист. В стране может быть, в мире может быть, что угодно может произойти, я всегда должен быть доступным. После Отечественной войны народа Абхазии с 1998 по 2003 годы Руслан Хашик возглавляет пресс-службу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В 2007 году им при поддержке бизнесмена Беслана Бутба был создан телеканал Абаза ТВ, который не только удержался в информационном пространстве страны, но и завоевал сердца многих зрителей. Молодые креативные
репортеры телеканала с энтузиазмом работают под руководством Руслана Хашик и стараются не только оперативно и качественно преподнести информацию, но и сделать свою продукцию интересной и разнообразной. Учитель, наставник, человек, который играет важную роль в нашей жизни. Так тепло сегодня отзываются молодые журналисты о Руслане Мкановиче. Мне кажется, в жизни человека есть определенные важные этапы, которые с ним случаются. Все мы помним нашего первого учителя, все мы помним нашего первого руководителя в институте. И первый шеф на работе – это тоже очень важно. Тот человек, к которому ты попадаешь, оказавшись во взрослой жизни. Я считаю, что мне безумно повезло. Это был какой-то лотерейный билет, когда первый коллектив, в который я попала, это был коллектив Абаза ТВ. Он сочетает в себе какие-то уникальные качества, но самое главное, что он делает, он этим всем делится с нами. И на самом деле Мканович сделал что-то большее, чем телекомпанию. Он создал фабрику по производству хороших людей. Он воспитывает здесь людей. Он воспитывает в каждом из нас человека, и все те его человеческие качества, которые он несет в мир, в первую очередь он приносит сюда, в наши монтажные, в наши души, умы, сердца. Без его руководства вот этого коллектива как такового бы за все эти годы не сложилось. Потому как я, вот делая такое небольшое отступление, могу сравнить, сделать параллель, коллектив сравнить с механизмом. Довольно сложный механизм, в котором каждый человек должен показать себя с лучшей стороны. Но ведь у каждого из нас есть разные стороны. В чем-то мы сильны, в чем-то слабы. Руководитель, он должен найти в каждом лучшую сторону. При этом так сгруппировать всех, чтобы мы все вместе взаимодействовали, показывая хороший результат, иногда лучший результат. И вот в этом Руслан Мканович за все эти годы для нас показатель. Для каждого члена коллектива мы в этом преуспели, и я думаю, еще много лет сможем работать под его руководством, чего мы очень сильно хотим. Свой день рождения Руслан Хашик празднует в кругу друзей и коллег, а вечером дома его ждет семья, которой он посвящает все свободное от профессии время. Мы присоединяемся к поздравлениям коллег и друзей Руслана Мкановича и желаем ему долгих лет жизни и новых творческих задумок. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.